Коми началась подготовка к подъему уровня сезонных заболеваний. С 1 сентября будет введен мониторинг наличия противовирусных препаратов в учреждениях здравоохранения и аптеках. Уже сейчас на местах созданы прививочные бригады. Задача в этом году охватить не менее 60% населения. Это 492 тысячи человек. Как замечено сегодня на заседании педкомиссии, в этом году прививочная кампания имеет особое значение. ОРВИ и грипп будут курсировать в условиях пандемии коронавируса. Дошкольные общеобразовательные учреждения республики ждут дополнительные меры безопасности. И подробнее о них сегодня на пресс-конференции рассказали представители столичной мэрии и Роспотребнадзора. Так, самое главное требование, которое учебные и дошкольные заведения будут соблюдать неукоснительно, это проверка температуры у всех входящих внутрь учреждения. Будь то школьники, детсадовцы, их родители, педсостав или работники вспомогательных служб. В случае, если у кого-то из детей на входе будет выявлена повышенная температура, его тут же изолируют в отдельном помещении, где ребенок будет дожидаться своих родителей и, если того потребует, скорой помощи. Естественно, если ребенок отстранен, то на следующий день он в школу не приходит. Приносит информацию о том, если он пришел, что он здоров, или он не приходит, что у него какое-то заболевание. То есть вопрос, куда ребенка посадить до прихода родителей, учреждения образования будут решать. Если это будет 4 входа открываться, то для каждого входа будет решен какой-то вопрос, куда его посадить до прихода родителей. Ни в коем случае. Это записано в наших санитарных правилах, что если ребенок отстранен по температуре, его одного не отправят. Он будет сидеть и ждать родителей. В случае, если кто-то из школьников окажется болен ковидом, класс, в котором занимался ученик, будет полностью изолирован. У всех возьмут анализы на носительство вируса. При этом, если дети, находясь в вынужденном карантине, будут чувствовать себя хорошо, они смогут продолжить учебу в дистанционном режиме. Такой вариант, по словам представителей управления образования, вполне возможен. Конечно, будем уплотнять программу. Будем уплотнять. Понятно, что мы обязаны выдать качественно программу. Мы это все прекрасно понимаем, ответственность мы эту понимаем. И я хочу сказать, что вот тот опыт, конечно, всем было тяжело дистанционно, но, поверьте, результаты ЕГЭ по городу Сыктывкару убеждают, что наши дети правильно, наверное, распределяли свои возможности, свои силы. И в этом году у нас результаты ЕГЭ очень хорошие. 95 высокобальников только по городу Сыктывкару, я даже не учитываю Эжинский район. Поэтому, конечно, ответственность педагоги за выполнение программ прекрасно понимают. Чтобы максимально сократить контакты, школы откроют несколько входов. У каждого класса будет свое время прихода и ухода. Еще все занятия для каждого из них будут проходить в одном кабинете. За исключением тех предметов, по которым требуется специальное оборудование. В качестве примера это информатика или химия. Вероятно, не во всех школах будет достаточно кабинетов для размещения всех классов, потому кое-где будут задействованы актовые залы, библиотеки и даже рекреации или увеличена вторая смена. Третьей, со слов представителей мэрии, однозначно не будет ни в одном из учреждений. Еще один важный момент – предоставлять справки о состоянии здоровья ученикам 1 сентября не надо, а вот родителям дошкольников, которые только собираются в детский сад, о бумаге нужно позаботиться заранее.